Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Судьи Северной Осетии подвели итоги работы за год. По словам специалистов, заметен значительный рост доверия к судебной системе. В республике более 1000 организаций продолжают выдавать зарплату в конвертах. Такие данные сегодня озвучили на заседании в правительственной комиссии по неформальной занятости. Судьи Северной Осетии подвели итоги работы за год. По словам специалистов, заметен значительный рост доверия к судебной системе. Как следствие, растет количество обращений. Так, в 2014 году зарегистрировано более 100 тысяч исков. Это на 23% больше, чем в 2013. Выросло также количество гражданских и административных дел. Сумма госпошлины, уплаченная при подаче заявлений, составила 8 миллионов 212 тысяч 708 рублей. Сумма, присужденная к взысканию по судебным решениям по удовлетворенным искам, включая моральный вред, составила 632 миллиона 363 тысячи 701 рубль. Сумма госпошлины, присужденная к взысканию по судебным решениям, вынесенным районными судами республики, составила 7 миллионов 880 тысяч 642 рубля. Я не просто так называю эти суммы. Это тоже важный показатель нашей работы по защите потерпевших и возмещению им вреда. Прошедший год запомнился всем рядом громких уголовных дел в банковской сфере. Банкротами стали сразу 3 кредитные организации. Причем процесс ликвидации БРР и Дигбанка сопровождался сотнями судебных исков. Руководитель БРР Сергей Доев уже осужден. Он отправится в тюрьму на 3,5 года. По Дигбанку же на нынешний момент рассмотрено около 1500 дел. Почти во всех случаях суд удовлетворил исковые требования вкладчиков банка. Таймураз Мансуров, также присутствовавший на встрече, подчеркнул значимость растущего доверия к судебной системе и звания заслуженного юриста Северной Осетии. В числе прочих отметили почетной грамотой Северной Осетии и Артура Цуцаева, который ранее вынес приговор экс-директору БРР Сергею Доеву. Фатима Дзываева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Более 1000 организаций в республике выдают зарплату в конвертах. Такие данные сегодня озвучили на заседании правительственной комиссии по неформальной занятости. При этом специалисты отмечают, цифра не окончательная. Информация обо всех хозяйствующих структурах поступает практически ежедневно. Особое внимание торговым точкам проверили уже рынки «Глобус» и «Алан». Вопросы возникают по арендаторам из соседних регионов. В Северной Осетии они платят лишь за торговую точку. Все остальные налоги по месту регистрации. Таким образом, муниципальные бюджеты недополучают ощутимые суммы. Предпринимателям будут предлагать вставать на учет в Северной Осетии. При этом члены комиссии подчеркивают, кошмарить бизнес никто не собирается. Все пока на добровольных началах. На сегодняшний день мы констатируем, что комиссии созданы во всех районах и городе. К сожалению, активной работы мы наблюдаем только в ряде районов. По той информации, которая у нас в комиссии есть, пока не приступила к работе комиссия городская и не приступила комиссия моздокская, к сожалению. Моздок, однако, с такой оценкой своей работы не согласился. В районе уже активно составляют нужные списки. В них уже более 2,5 человек. А вот комиссия Владикавказская получила свою порцию критики. Столичная администрация выполняет свои задачи медленнее, чем районные. С другой стороны, объем работы тоже разный. Почти 2/3 организаций расположены именно в столице. Мониторинг ситуации будет продолжаться. Яна Гайгиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. В каждом движении неукротимый характер горцев. Легендарный ансамбль «Войнах» вновь собрал аншлаг во Владикавказе. Зажигательные ритмы Кавказа будоражат кровь. Кажется, что из-под ног танцующих лезгинку летят искры. К сегодняшнему концерту мы готовились с особым энтузиазмом. Почему? Потому что мы всегда любим приезжать в Северную Осетию, Аланию, в город Владикавказ. Почему? Потому что здесь очень любят, ценят хореографическое искусство и, самое главное, разбираются, что такое танец, какое его достоинство. Поэтому мы сегодня очень серьезно готовились к этому концерту. Артисты подобрали особый репертуар для осетинского зрителя. В программе 6 новых постановок. Наряду с популярными чеченскими танцами ансамбль представил хореографию и других народов Кавказа. Невероятные акробатические трюки и артистичное исполнение завораживают зрителей. К
Гвоздь концертной программы – танец с кинжалами. Танцор Адам Шабаев исполняет его уже не первый год на самых разных сценах мира. Своей яркой харизмой и высоким мастерством он покорил зрителей. Для артиста выступление перед осетинской публикой – большая ответственность. Танцую я разноплановые танцы в полной программе, одним словом, но особенно акцент я делаю именно на мой сольный танец, это танец с кинжалами. Работаю, сейчас сегодня, если честно, я чуть-чуть волнуюсь, у меня сегодня дебютные трюки новые, которые я еще не делал на сцене. Постараемся сегодня сделать и понравиться зрителю. Песни и танцы всегда занимали особое место в жизни кавказцев, сопровождая их и в будни, и праздники. Эту традицию хранят и в наши дни. В войнах – визитная карточка Чечни. Ансамбль продолжает завоевывать сердца поклонников. В рамках празднования юбилея Победы танцевальная труппа гастролирует по всей стране. После Владикавказа коллектив отправится в Оренбург. Динатин Музашвили, Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Сотрудники Северо-Осетинского МЧС приняли участие во всероссийской тренировке по предупреждению паводковых ситуаций. Учения прошли в преддверии Всемирного дня гражданской обороны. По легенде, из-за выпавших осадков в республике произошло подтопление 24 населенных пунктов. В опасной зоне более 3000 человек. В катастрофической ситуации оказались объекты экономики, дороги и мосты. Особое внимание в ходе тренировки уделили пригородному району. Эта зона больше всего подвержена подтоплению. Чтобы весенне-осенние паводки производить безаварийный пропуск талых ливневых вод через русло реки Гизельдон. В настоящее он неоднократно подвергался проверке стихии. В период весенних паводков мы знаем, что крупные паводки у нас были и в 2002 году, поэтому мы готовы к ежегодному безаварийному пропуску талых вод. И есть соответствующая техника, люди. В тренировке задействовали всю современную технику. Впервые спасателям помогали беспилотные летательные аппараты МВД. Они позволяют обследовать территории, куда нельзя добраться наземным транспортом. Эти инновационные разработки актуальны при ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций. Дальность их полета может достигать 30 метров. Транслируемая картинка выводится в режиме онлайн на экран. Основными целями тренировки явились, как я уже сказал, это проверка и оценка готовности всех сил и средств и органов управления к действиям в этот период. За расчетную была взята ситуация наиболее сложная, при которой подтапливались максимально все населенные пункты, объекты экономики, которые могут быть потоплены при наихудшем развитии паводковой обстановки. Спасатели утверждают, что сейчас паводковая ситуация под контролем. Гидрологическую обстановку в республике постоянно мониторят 15 речных стационарных гидропостов. Замеры проводятся 2 раза в сутки, а когда есть угроза поднятия уровня воды – каждые 4 часа. По словам специалистов, всероссийская комплексная тренировка прошла успешно. Северо-Осетинские управления и оперативные группы МЧС с поставленной задачей справились. Рая Дзантьева, Ирина Санакоева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. 23 февраля на фестивале единоборств за Россию 19-летний Сослан Тидеев завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBF. В финале он одолел спортсмена из Филиппин Алана Танада. Сегодня новоиспеченный чемпион ответил на вопросы журналистов. Открыл пресс-конференцию министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. Экзамен пройден замечательно. И на сегодняшний день уже и уверенность у всего коллектива, наверное, появилась гораздо ее больше. Победа нам нужна была, и, конечно, будем очень надеяться, что это была самой важной отрывной точкой его долгой, интересной, спортивной, профессиональной карьеры боксера. Будут нас радовать, мы будем болеть, чем можем помогать. Так что с победой всю нашу республику. Большая часть вопросов была посвящена прошедшему титульному бою. По словам главного тренера, бой проходил в напряженной обстановке. Филиппинец показывал грязный бокс. В 7-м раунде он нанес удар ниже пояса, после чего судьи приняли решение о его дисквалификации и присуждении победы Сослану. Для нашего спортсмена это 7-я победа подряд. 5 боев он завершил нокаутом. Успешное выступление повлекло и вопрос о следующих противниках. По словам спортсмена, сейчас он активно готовится к рейтинговому бою, который состоится через
через месяц. Имена соперников и место пока неизвестно. Артем Балатаев, Олег Рамонов, Осетия ТВ.